семьями политзаключенных из Крыма, где мы не просто их поддерживаем, да, где мы поднимаем тему Крыма, оккупированного Крыма, тему, собственно, этих более 60 людей, которые сидят сегодня в тюрьмах, и каждую солидарность мы проводим с разной правозащитной организацией. Сегодня мы работаем вместе с Amnesty International. Также при таком случае хочу поблагодарить и тебя, Айша, за то, что мы с тобой это делаем, и то, что это очень важный элемент, вот знаете, консолидации не просто всего крымского сообщества, это элемент консолидации всего украинского сообщества. Спасибо большое. Планируете ли уже следующее мероприятие? Кому и как выбираете темы? Мы, собственно, отталкиваемся от нескольких вещей. Это тема суды, которые происходят, да, и тема... Знаете, у нас нет условно любимчиков, кого мы берем, либо не берем. Для нас важно как раз-таки говорить о каждом политзаключенном, о котором говорят чуть больше, о котором говорят чуть меньше. Поэтому мы исходим из принципа, что каждый политзаключенный должен, и его семья должна быть в центре внимания как украинских властей, как украинского общества, так и международного общества. Мы проводим приблизительно раз в 1,5 месяца киевскую крымскую солидарность. Я надеюсь, что следующую солидарность мы проведем либо в конце мая, либо в начале июня. Спасибо большое. Да, спасибо. На сегодняшнее мероприятие из Крыма приехали жены политзаключенных, супруга Муслима Алиева. Сейчас мы постараемся ее найти. Она где-то здесь. Так, сейчас. Надия Ханум отошла на пару минут, с ней мы пообщаемся немножечко позже. Сейчас я хочу задать вопросы журналисту Антону Наумлюку, который уже больше 2 лет работает в Крыму, регулярно освещает практически все крымские процессы по политически мотивированным делам, по нарушениям прав человека в Крыму, который выезжал в Ростов на первое заседание против ялтинской группы Хизбут Тахрир и может подробнее рассказать об особенностях этого дела. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы, собственно, начали работать с ялтинским делом Хизбут Тахрир и немножечко подробностей самого дела. В Крыму я начал работать после освещения дел украинских политзаключенных в России, то есть после того, как закончились судебные процессы по Сенцову, Савченко и один из последних это в Чечне по делу Карпюка и Клыха. После этого было понятно, что вот весь фокус и внимание преследований на оккупированных территориях, на неподконтрольных Украине территориях перемещается в Крым. Я приехал туда, к тому времени уже были арестованы первая севастопольская группа, уже к тому времени были задержаны ялтинские, алуштинские ребята, и как и все дела Хизбут Тахрира, они к тому времени были засекречены, никаких данных не было, и получить их представлялось очень трудным. Вообще все дела по Хизбут Тахрир, которые переводят для судебного процесса в Ростов, Северокавказский военный окружной суд, где судили и Олега Сенцова в том числе, они все засекречены. С большинства адвокатов взята подписка о неразглашении. Мы очень до начала судебного процесса мы очень фрагментарную, к сожалению, информацию об этих делах имеем. Но, тем не менее, какую-то информацию удавалось собрать. В какой-то степени это работа на 2 фронта. Одна – это семьи заключенных, это чаще всего традиционные мусульманские семьи с очень большим количеством детей, которые остались без отца. Таких детей малолетних только сейчас на данный момент уже 105 человек в Крыму. Это дети тех, кто либо погиб, либо был похищен, или большинство из них арестованы российскими силовыми структурами.
Это вот один фронт работы, то есть это с ними описывать их истории для того, чтобы каждая из этих историй была узнаваема, чтобы эти люди не были каким-то вот там 25 человек непонятных крымских мусульман, крымских татар, которые подвергаются репрессиям со стороны России. А с другой стороны, и первый, и второй фронт, по которому работаешь, это, собственно, само дело, это документы, это работа с адвокатами, попытки вычленить хоть какое-то рациональное зерно в обвинении против этих людей. Просто это дело не крымское, и тут это тоже надо понимать, что практика преследования по обвинению в членстве Хизб ут-Тахрир, это общероссийская практика, и, к сожалению, в России просто там десятки, если не сотни людей, в том числе в Башкирии, оттуда, откуда приехал начальник нынешнего Крымского управления Федеральной службы безопасности, где он фактически на этом делал карьеру, делал себе имя на делах против Хизб ут-Тахрир. Спасибо большое, что так подробно рассказали об особенностях этого дела. Я напомню, что мы находимся в Крымском доме, где сегодня пройдет очередное мероприятие Киевской крымской солидарности, которое проводится здесь уже в 4-й раз. И сейчас я хочу пообщаться с представителями международной правозащитной организации Amnesty International, которые ведут активную информационную кампанию в деле защиты именно ялтинской группы Хизб ут-Тахрир. Мария Гурьева, речниця правозащитной организации Amnesty International. Расскажите, почему вы выбрали именно дело ялтинской группы Хизб ут-Тахрир? Я знаю, ваши представители выезжали на суды в Ростов. Немножечко, чем может помочь вот такая вот информационная кампания и в международном плане, что можно сделать для того, щоб помочь нашим політикам? Amnesty International робила 2 місії на території Криму, і, зокрема, друга з них була в 2016 році. Саме тоді, коли наші дослідники були там, в цей період сталися затримання в цій справі, зокрема, було затримано Еміра Усейна Куку. І, власне, з того моменту ми почали слідкувати за тим, як будуть розвиватись події, і продовжуємо слідкувати за ними зараз. Для нас ця справа є певною мірою еталонна, тому що вона не унікальна. Вона показує загалом, яка ситуація в Криму, вона показує загалом, з чим стикаються кримські татари і з чим стикаються всі, хто якимось чином виказує свою незгоду з політикою де-факто влади Криму. І тому, говорячи про цю справу, про те, як вона відбувається, ми так само говоримо і про інші справи. І ми віримо, що якщо ми доб'ємося якихось змін, хоча б в цій справі, в інших справах так само буде легше захищати людей. Дякую за те, що ви робите. Дякую. А ми продовжуємо. Зараз пообщаемся сейчас с семьями политзаключенных, которые приехали из Крыма. Это родственники бахчисарайских политзаключенных, сын Ремзи Меметова, фигуранта первой бахчисарайской группы. К сожалению, да, сейчас не получится. Мы пообщаемся с Мумине Салиевой, супруга Сирана Салиева, который был задержан в... Супруга Сирана Салиева, который был задержан в октябре прошлого года и является фигурантом так называемой второй бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир. Ханум, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Во-первых, очень рада видеть вас здесь, в Киеве. Взаимно. Расскажите, как состояние супруга, удается ли узнать что-то о том, через адвокатов или, может быть, письма, свидания, что-то было уже. Скажите, как он сейчас и как вообще продвигается дело по их группе? Сейран уже более полугода находится в застенках ФСБ. За этот период абсолютно никаких свиданий у нас не было. Все наши заявления о том, чтобы разрешили свидания, отклоняются, причем ничем не мотивированы. Поэтому последний раз у нас была увидеться возможность с Сейраном несколько месяцев назад на судебном заседании. Помимо этого абсолютно никаких свиданий. Письма мы пишем, так же, как мы пишем, народ пишет. Некоторые доходят письма, некоторые нет. И связь в основном через адвоката нашего, который посещает его в СИЗО. Состояние здоровья Сейрана удовлетворительное, он бодр, позитивен и все вроде бы в норме у него.
Я знаю, вы сейчас активно занимаетесь детьми политзаключенных, которых в Крыму осталось уже 105 человек. Что именно вы делаете, занятия какие-то с ними? Немножечко о деятельности организации «Крымское детство», да? Вы знаете, что основной удар всех этих обысков и арестов в первую очередь приходится на детей. Поэтому, естественно, что эти дети имеют как психологические какие-то травмы, которые впоследствии могут сказываться и на физиологическое здоровье этих деток. Поэтому мы инициировали такой проект сугубо. Это проект развития, в котором мы систематически встречаемся с этими детками, организовываем различные мастер-классы, занятия, различные экскурсии. И все в таком направлении, чтобы посредством этих встреч притупить, можно сказать, боль этого детства и дать им такую платформу, такую площадку, в котором они будут забывать все свои печали, все свои беды, и вместе с ними мы тоже, и будем их развивать, чтобы они в будущем стали достойным поколением нашего народа, ибо это дети героев. Спасибо большое. Да, сейчас мы пообщаемся с супругой Муслима Алиева, который был задержан 11 февраля 2016 года, Наджия Ханум. Она приехала из Крыма, и между всеми семейными заботами, бесконечными судами она находит время на такую информационную защиту своего супруга. Наджия Ханум, селям алейкум. Расскажите, выезжали ли вы на заседание в Ростов? Удалось ли увидеть супругу? Потому что я знаю, заседания в Ростове проводятся в открытом режиме, в Крыму в закрытом. Как его состояние, как продвигается рассмотрение дела? Да, мы уже были, это у нас вторая поездка в город Ростов. Последний суд у нас был 18 апреля. Ну что, выглядят они как обычно, лучезарные наши. То есть, когда мы входим в зал и видим их сияющие лица, ну, нам просто, вот я не знаю, откуда-то берутся и силы, и энергия, которой ты просто заряжаешься. В принципе, для тех мест, где они сегодня очутились, выглядят они неплохо. Это нас, конечно, радует. В плане условий содержания, я не думаю, что там будет большая разница, но хотя ребята говорят, что они немножечко лучше, чем были в Симферополе, в СИЗО. Вот, наши Эмир Хусейн Куку и Муслим находятся в СИЗО номер 1 города Ростова-на-Дону. Это тюрьма при ФСБ. Эта тюрьма закрытая, более строгая, но условия содержания там лучше, чем в СИЗО номер 4. То есть на условия содержания он лично не жаловался, за других ничего говорить не могу. Вот, нам удалось попасть на свидание, мы целый час пообщались. Пообщались как? Это двойной стеклопакет, это решетка, телефонная трубка и пристав, который тоже прослушает весь твой разговор. То есть вот такой разговор на троих у нас получился. Вы одна выезжали или кого-то вместе? Я брала Ильяса, старшего сына, потому что он 2 года практически он не виделся с отцом, потому что в залы суда их не пускали. Это было там 1 или 2 раза, буквально там на оглашение, там несколько минут и все. Когда нам дали свидание в Симферополе, нам, к сожалению, с ним не получилось попасть, потому что пока следователь дал разрешение на свидание, я получила паспорт по возрасту, а он по достижении 14 лет. То есть и у нас там получилась нестыковка с документами, и у нас просто не пропустили. Вот, и за это время вот практически первый раз он общался с отцом. Так долго, час. На какой стадии сейчас судебное разбирательство? Что происходит? Сейчас у нас идет рассмотрение дела по существу, то есть как бы движемся к завершению. Но я называю это момент кульминационным, потому что всегда, когда идет опрос свидетелей обвинения, это очень интересно. То есть к свидетелям защиты еще не приступали? Еще не приступали. Также адвокаты будут заявлять, ходатайство о рассмотрении по свидетелям обвинения. То есть там ряд вопросов возникал, на которые нам пока никто не дал ответы. Ну и, насколько я знаю, еще не все свидетели обвинения допрошены, еще не все свидетели защиты еще вообще не допрашивали, поэтому эти этапы еще впереди. Но срок ареста у нас продлен до 27 мая, и поэтому я даже не знаю, как они будут успевать. Скорее всего, продлят, так думаю. Спасибо большое, что уделили время.
Я напомню, мы находимся в Киеве, в Крымском доме, где сегодня проходит очередное мероприятие Киевской и Крымской солидарности. Сегодня оно посвящено ялтинской группе Хизб ут-Тахрир, фигурантами которой являются 6 крымчан. Эмир Усейн Куку, правозащитник из Ялты, Вадим Сирук, продавец цветов, Энвер Бекиров и Муслим Алиев, строители, позже задержанные Арсен Джипаров и Рифат Алимов, которые также работали на стройке и оператором в котельне. То есть это обычные люди, которые просто соблюдали все правила и законы ислама, но после 2014 года в Крыму за это можно оказаться за решеткой, потому что им вменяют участие в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир, запретили ее в 2003 году, признали ее террористической, и это было первое обвинение против них. Позже добавили еще одну статью, им вменили подготовку к насильственному захвату власти. Это обвинение основывается только лишь на теоретических выкладках теории партии Хизб ут-Тахрир, которая ставит своей целью построение всемирного халифата, но при этом отрицает любые террористические методы. Отмечу, что эта организация является дозволенной, то есть не запрещенной в большинстве стран мира. Сейчас мы пообщаемся с председателем Меджлиса крымско-татарского народа, с Рифатом Чубаровым, который также пришел поддержать крымских политзаключенных. Рифат ага, можно пару слов? Крым Реалии, вы в прямом эфире. Расскажите, насколько важны вот такие мероприятия для проведения здесь, в Киеве, что они дают крымчанам и что еще мы можем сделать, чтобы помочь им? Видите, я могу ссылаться на ощущения людей, которые были за решеткой, которые перенесли многие ужасы и лишения, которые неизбежны в условиях вот таких режимов, как путиновский. И просто все эти люди, они не сговариваясь, говорят об одном, что для тех, кто сейчас находится за решеткой, для них особо важно внимание к ним и к их семьям. Для них особо важно, чтобы просто на воле люди понимали, за что они сидят. Поскольку они все там очень мужественно себя ведут, и они не сломаются, даже независимо от того, если кто-то вдруг их не поддержит. Они не сломаются, но при этом они просто, как и каждый вот такой человек, отдающий себя, своей идее, они хотят просто понимать, насколько люди разделяют их. И, конечно, вот то, что здесь делает и Крымский дом, и другие общественные организации, то, что делает государство, то, что делает Меджлис крымско-татарского народа, это всегда очень важно. И поэтому мы всегда в ожидании получать не только, ну, скажем так, какие-то положительные оценки, но если будут предложения по разнообразию этих форм, по более конкретной поддержке политзаключенных и их семей, мы всегда к этому готовы, мы открыты. Вы знаете, недавно здесь, в Киеве, был проведен такой вечер, и он был проведен КМДА, когда крымско-татарские исполнители, украинские общественные деятели, это все было направлено для того, чтобы собрать средства нашим детям. То же самое мы делаем в рамках Меджлиса крымско-татарского народа. Спасибо большое. Я думаю, организаторы уже будут скоро начинать. Поэтому, да, мы тоже вместе пройдем в зал, где состоится само мероприятие. Предполагается дискуссия с женами политзаключенных, с председателем Меджлиса крымско-татарского народа и с представителями организации Amnesty International. Здесь собралось довольно большое количество людей, которые пришли поддержать и, может быть, узнать немного больше подробностей о деле Хизб ут-Тахрир, о этой группе. Пока еще мероприятие у нас не начинается, мы зададим еще пару вопросов заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерову.
Скажите, почему вы пришли сегодня на мероприятие, насколько важно проводить подобные мероприятия здесь, в Киеве? Вообще подобные мероприятия надо проводить не только в Киеве, а везде, где есть такая возможность. Любая популяризация подобных уголовных дел, сфабрикованных против крымских татар, должна освещаться как можно шире. Спасибо большое. А мы начинаем. Предлагаю вам дальше посмотреть прямой стрим самого мероприятия, а потом мы продолжим дискуссию с теми, кто пришел сюда. Підтримати родини кримських політв'язнів, підтримати родини тих, хто не зламався, знаходячись в окупації на півострові. І сьогодні, власне, цю київську солідарність ми присвячуємо справі Ялтинської групи. Справі, яка стала одним з маркерів, власне, цього системної машини репресій проти кримських татар, проти кримських мусульман. І сьогодні з нами будуть і дружини політв'язнів, сьогодні з нами будуть і адвокати, і суспільно-політичні діячі. Кожну київську кримську солідарність ми проводимо з різними правозахисними організаціями. Цього разу до нас люб'язно долучилась організація Amnesty International. Це міжнародна правозахисна організація. Також я хочу висловити подяку нашій добрій колезі, яка з нами з самої першої солідарності допомагає проводити це Айше Умярова. А зараз до слова я хотів би запросити Марію Гур'єву, речницю Amnesty International, яка розповість, власне, про справу Ялтинської групи та розповість про ситуацію, з поточною ситуацією з правами людини на півострові. Марія, будь ласка. Добрий день. Велике спасибі вам, що ви прийшли сьогодні сюди. Велике спасибі, що приділяєте вашу увагу і ситуації в Криму, і ситуації, яка склалася з судовими процесами проти кримських татарів, зокрема проти Ялтинської шістки. Сьогодні ви бачили, можливо, лежать листівочки біля входу. Ви можете написати свої слова підтримки родинам ув'язненим, їм самих, всім, кому вважаєте за потрібне, була б необхідна ваша підтримка. Ми будемо за це вдячні, і ми їх всі надішлемо і передамо. Починаючи з, напевно, загальної ситуації в Криму, я думаю, що для більшості з вас є достатньо очевидним, що зараз відбувається на півострові і яку політику провадить де-факто влада Криму, яку політику провадить влада Росії, власне, на території Криму, коли незалежні ЗМІ не можуть діяти, коли будь-хто, хто якимось чином висловлює свою критичну позицію по відношенню до влади Росії, окупаційної влади Криму, будь-хто, хто якимось чином провадить громадську діяльність, активність, не мовчить, він фактично є під загрозою. І, власне, люди, про яких ми сьогодні будемо говорити, це Ялтинська шестірка, Анвер Бекіров, Емір Хусейн Куку, Рефат Алімов, Арсен Жапаров, Вадим Сирук і Муслім Алієв. Це люди, яких зараз судять, вони знаходяться в Ростові-на-Дону, за звинуваченням у членстві в організації Хізбут Тахрір, яка є забороненою в Росії, проте ніколи не була заборонена в Україні. І я нагадаю, що окупаційна влада Росії продовжує активно використовує своє законодавство на території Криму, що є порушенням міжнародного права, адже на території Криму мало б залишатись українське законодавство. Окрім того, що люди, які зараз звинувачують в тероризмі, фактично переслідуються за їхню громадянську позицію. У звинуваченні, як ми бачимо, немає жодних адекватних доказів будь-якої причетності цих людей до незаконної діяльності. Тим не менше, процеси тривають, і ми бачимо, що ці процеси спрямовані на те, щоб натиснути на громадянське суспільство і залякати людей на півострові. Наша організація слідкує за цією справою ще 2016 року, коли ми робили, у нас було дві місії на території Криму, і ми робили 2 доповіді з аналізом ситуації. Одна з них вийшла щойно після анексії, і інша в 2016 році. І, власне, в 2016 році, десь приблизно в період цієї доповіді, стали перші затримання в цій справі, і відтоді ми за нею слідкуємо. Тому що ми вважаємо, що це така свого роду еталонна справа, і якщо ми доб'ємось певних змін, певних зрушень в цій справі,
буде легше так само за цим же сценарієм діяти і в інших справах. Тому дуже важливо зараз тиснути всіма можливими інструментами на цю ситуацію. Всередині лютого наші представники їздили до Ростова-на-Дону, власне, щоб своїми очима побачити, як відбувається цей суд. І те, що ми побачили, було, ми бачимо, що ніяких дійсно доказів в цій справі немає. Вся вона базується на повітрі, вона базується на словах якихось свідків. І свідчення, які є суперечливими, які є ненадійними, жодних адекватних доказів не знайдено. І це ще раз, і ще раз, і ще раз доводить, що людей переслідують за їхню громадянську позицію. І саме тому дуже важливо інформувати максимальну кількість людей про те, що відбувається, збирати свідчення порушень прав людини на території Криму, для того, щоб в майбутньому передавати цю інформацію до міжнародних судів і загалом працювати з міжнародною спільнотою, з дипломатами, з політиками, щоб з усіх можливих сторін оточувати Російську Федерацію тиском і, власне, вимагати певних змін і певних дотримань прав людини. Дякую. Марія, дякую дуже вам і дякую Amnesty International за те, що ви піднімаєте тему Криму, тему кримських політв'язнів на міжнародній арені. Можна засідати. Дякую дуже. Зараз до слова я хотів би запросити голову Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Ріфата Агачбара. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kırım'dan gelenleri maşallahınız var. Я мав би виступити в кінці, але після виступу я і в мирах ми підемо. Ми підемо, бо в нас сьогодні так сталося ще 8-й засідання Меджлісу. Ті члени, які тут, ми збираємося по середах і розглядаємо всі ці справи. Сюди я прийшов в засідання Конституційної комісії, робочої групи. І в мене трошки, я побачив світ в кінці тунелю. Сьогодні ми дуже плідно попрацювали. Я дуже сподіваюся, що через 2 тижні ми вже передамо Конституційну комісію остаточний текст тих змін. І там не закінчили, я побіг сюди. І мої товариші не могли бути тут, оскільки всі люди, і Енвер Бекіров, і Мирусіїн Кукур, і Фат Алімов, Арсен Жепаров, Вадим Сирух, Муслим Алієв, і ще поруч з ними, всі ці люди, вони зараз на своїх плечах утримують те, що ми називаємо нашим майбутнім. Вони не лише зберігають свою гідність, вони не лише охороняють честь своїх родин, дітей, вони таким чином і проторюють дорогу до майбутнього, на майбутнє Криму, нашого народу. Чесні, смілі люди. Мене зараз запитали, чи передбачаємо, буквально тут зараз камери підійшли, що ми маємо такого зробити, щоб завтра, післязавтра, як можна на короткі терміни, їм стало легше, щоб вони побачили, так і запитала журналіст, щоб вони побачили своїх дружин і дітей. Я сказав, що я маю бути щирим, що незважаючи на все те, що ми робимо, а рішення приймаються щодо Росії дуже серйозною, у Москві поки ще вистачає сил не реагувати на це. Буквально вчора Міністерство закордонних справ України звернулося і зробило це публічно, зробило цю дію публічною до секретаріату Міжнародного суду ООН. Рік тому, ви знаєте, були прийняті проміжні рішення щодо відміни заборони Меджлісу, щодо можливості тим, кому заборонено в'їжджати до Криму, щодо уникнення ситуацій, які б погіршували права людей, тобто наших політв'язнів. Росія все це зобов'язана була б зробити за рішенням суду. На це є її зобов'язання, що вона буде виконувати рішення Міжнародного суду, вона це не робить.
Тому ми будемо продовжувати наші зусилля для того, щоб якомога більше було тиску на Росію. Тиску для того, щоб звільнили наших мужніх людей, щоб вони побачили своїх дружин, дітей, щоб ми всі разом взагалі об'єдналися в Криму. Я дуже боюся, що мої слова деякими будуть прийняті такі загальні. Ну, вийшов і сказав. Але повірте, це те, що сьогодні воно просто частина за частиною, воно викладає той мур, на якому і буде утримуватися наше майбутнє, буде вибудовуватися наше майбутнє. На жаль, не так швидко, як ми хотіли би, ці зміни проходять, але те, що ми йдемо такою правильною дорогою, в цьому не має бути ні в кого сумнівів. Я можу лише догадувати, я не був за ґратами. Я ніколи не був за ґратами. Але я знаю багатьох, хто сидів. І останній з тих, кого ми змогли разом всі звільнити, Ахтем Чийгоз, Ільмі, який не сидів, але був вже на порозі цього. Але він тут зараз в залі. Ахтем Дніпропетровський, він передавав всім вам привіт. Він там зараз провів прес-конференцію і зараз на прямому ефірі Дніпропетровського телебачення. Я знаю просто з їх слів, а я думаю, що це правда, що які би там не були труднощі, всі ті люди, які там, вони від нас чекають лише одного, щоб ми розуміли, за що вони сидять. Щоб ми просто розуміли їх дії, і їхні вчинки, і їхні підходи. Ну, якщо при тому хтось ще може якимсь чином якусь увагу до їхніх родин там допомогти, це взагалі добре. Але ці люди від нас нічого не вимагають. Вони просто хотіли б, щоб ми їх розуміли. Це їм дає сили. І Ахтем мені казав, що мені головне, щоб просто люди розуміли, чому я тут борюся. Чому я на кожному засіданні я б'юся з ними. Не за себе. За себе дуже легко. Домовитися з ними і вийти. Я сьогодні здійснив ще одну таку помилку. Коли я прочитав про те, що сьогодні на засіданні суду в Ростові над Шестіркою, свідок побажав розкрити своє ім'я. Там був таємний свідок. Це дуже практикується в російських судах. Коли засуджували Меджліс, приймали рішення про заборону Меджлісу, у нас там було 2 чи 3 таємних, коли Ахтема судили, вибачте, там 3 чи 4 було таємних. Просто ми маємо всі ці судові справи. І вони так їх намагалися показати, щоб ми просто били собі голови, хто це такий. І ми сидимо, і один каже, це Асан, або Умер, або Бели, або хто-то. Знаєте, це дуже неприємно, коли ти угадуєш, хто це може бути. І підозра падає. Вони хочуть, щоб серед нас була недовіра. Щоб я комусь не повірив, той мені і таке інше. І вдруг сьогодні той свідок неочікувано каже, що він готовий розкрити своє ім'я. Він розкрив своє ім'я. Я був таким під враженням, я написав, ким був Бог. Тобто я, кримсько-татарську, це не хороші слова. Ким був Бог. Але потім через годину хтось сказав, що він дав дуже правдиві свідчення. Я ще там не вибачився, але ввечері я обов'язково там напишу, що людина просто виправилася. Так буває в житті. Оці люди для того, щоб майже той, хто помилився, або хто упав, щоб він мав би і міг би піднятися. Ми будемо продовжувати робити все для того, щоб їх звільнити, і будемо підтримувати їхні родини і дітей настільки, наскільки це можливо. Ми це не лише Меджліс, це весь народ. І ви це знаєте, я не буду тут того говорити. І в Криму дуже багато людей. І більшість Криму, яка підтримує, яка збирає і все таке інше. Є різні люди, але у нас такий народ, що просто ми можемо гордитися цією шестіркою, ми можемо гордитися кожним з тих 65 людей, які за ґратами, з тими, які звідти змогли вирватися. Ми можемо гордитися всім своїм народом. Я хочу подякувати і Кримський дім, і організаторам, вас особисто дуже дякую, і тих, хто приїхав з Криму. У мене сидить, а у нього Сіран Салієв.
Наджия здесь, жена Муслима Алиева. Многие не смогли приехать. Будем вместе. До слова, я не можу не запросити також Ільміага Умєрова, який є заступником голови Меджлісу кримського народу і який теж випробував на своїй шкірі те, що зараз називається окупаційна влада Криму. Ільміага. А поки Ільміага піднімається до нас, я хочу сказати, що в першій кімнаті є скринька, куди можна кидати свої пожертви для дітей політв'язнів, а також можна підписувати листівки. Hoş geldiniz. Kırım'dan gelgen misafirler diyeceklerim var çünkü Kiev'te hepimiz misafirmiz. Ama biz endi çokça vaqtdan davomli sizga birkaç kunga keldingiz. Я просто поприветствовал людей, которые приехали с Крыма. И приветствую всех, кто сегодня находится здесь. Я буду очень краток. Скажу только то, что вот эти мероприятия, они очень нужны не только средствам массовой информации, они очень нужны тем, кто находится или является лишенным свободы. Рифат сказал, что я тоже вхожу в это число, но я на самом деле до тюрьмы не дошел. Нас с Ахтемом освободили, когда я уже должен был быть в колонии, а Ахтем почти 3 года сидел в следственном изоляторе. То есть меня освободили от тюрьмы, а Ахтема из тюрьмы. У нас немножко разные стартовые положения, но все, что говорил Рифат, вот эта поддержка, она действительно имеет очень большое значение. Когда находишься в суде, и зал полный, и на улице много людей стоит, просто воодушевляешься и не имеешь права быть несмелым, не имеешь права на ошибку, на трусость. И я думаю, что такие же чувства движут и теми, которые находятся уже в местах лишения свободы, то есть после приговора. И те, которые ждут приговора в следственных изоляторах. Поддержка народа очень дорогого стоит. Поддержка детей, которые временно остались без отцов, является очень большой поддержкой не только этим детям, но и тем отцам, которые знают о том, что их детей корчалайдар, поддерживают. Ну и хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшнее мероприятие. Саул Алим. Спасибо всем участникам. И все. Салонс Ільміага. Ви знаєте, я абсолютно абсолютно ще раз повторюю, що коли ми проводили першу київську солідарність тут, в Кримському домі, вона була присвячена Ільмі Умєрову. І через деякий час, дуже короткий, Ільмі Умєров вже був на свободі. Я сподіваюся, що кожна солідарність, яку ми проводимо, яка стосується чи групи, чи конкретного політв'язня, я дуже сподіваюся, що ті люди будуть скоро разом з нами, будуть скоро вільними. А зараз я хочу, щоб всі ми разом з вами привітали Наджію Ханум Алієву, яка є дружиною кримського політв'язня Мусліма
Алієва, якого звинувачують в тому, що він нібито організував ячейку Хізбут Тахрір в Ялті. Салям алейкум, Наджия Ханум, хош келдіңіз. Приветствую вас всех. Очень рада вас всех видеть. Спасибо, что вы приехали к нам, и вы видите, в зале у нас собралась очень разная аудитория. И адвокаты, и государственные чиновники, и члены Меджлиса, и журналисты, и просто жители Киева, либо люди, которые приехали сюда. Все пришли поддержать именно вас. И салам за вот вашу стойкость и за вашу позицию, и за то, что ваш муж достойно эти испытания, которые легли на всю вашу семью, на весь крымско-татарский народ, на всех проукраинских жителей Крыма, он достойно их выдерживает. Салам за поддержку. Я думаю, что не только мой муж выдерживает эти испытания достойно, Аллах Всевышнему. Все те люди, которые сегодня там оказались, это, наверное, какие-то особенные люди, потому что, глядя на них, вот ты действительно как-то воодушевляешься, как имя Аллах сказал. Я еще хочу заметить, что все те люди, которые сегодня сюда пришли, это не просто люди. Это люди, у которых действительно открытое сердце, которые не безразличны к боли своего народа, к той несправедливости, которая сегодня нас коснулась. Я на самом деле очень благодарна вам всем, и не только я, всей семьи политзаключенных, я позволю себе сказать, от всех семей. И все те ребята, которые сегодня находятся в застенках, им важна ваша поддержка, им важно знать, что мы сегодня со своей проблемой остались не одни, и они знают об этом, поэтому они за нас спокойны на самом деле. И когда мы входим в залы суда и видим их улыбки, вот у меня просто уже такое для них определение, это лучезарные наши, я их так называю, потому что действительно, когда заходишь в зал суда, он просто вот озарен каким-то особым светом, каким-то вот какое-то тепло от них исходит. Несмотря на то, что эти люди прошли такие непростые испытания, все-таки нам, конечно, наверное, тяжело судить, потому что мы не были в тюрьмах, мы не знаем, что это такое. Мы только оказались в той ситуации, где нам нельзя говорить и думать, и одеваться, как нам повелел наш Господь. А эти люди, конечно, прошли намного больше, поэтому им хочется пожелать терпения, здоровья, чтобы достойно все это пройти. На самом деле можно очень много говорить. Наджия Ханум, у меня вопрос, когда вы последний раз говорили с мужем? Нам дали свидание, это было 18 или 17, сейчас уже вот не помню число, апреля, после судебного заседания. То есть это было наше первое свидание, вернее, второе свидание за 2 года. Первое свидание это было для старшего сына моего, потому что на протяжении этих 2 лет, к сожалению, нам вообще не давали свидания с ним, потому что там возникали какие-то сложности с документами. И пока шло разрешение от следователя, мы уже получили по-новому паспорта, то есть по возрасту и по достижении 14 лет. Вот, попали только 2 старшие дочери и младший сын. А мы вот с Ильясом попали уже во второй наш приезд в Ростов. То есть, если это можно так сказать, он насытился общением с отцом. Это было час времени. Сколько Ильясу лет сейчас? 14. Да. Такой возраст, когда, наверное, это когда отец и сын нуждаются друг в друге. Ну, то есть теперь это, конечно, мы все это ощущаем, понимаем. Но в каждом деле, наверное, есть свои плюсы и свои минусы. И вот в этом деле тоже есть свои плюсы, несмотря на все тяготы, которые нам приходится переживать. Плюсы в том, что ты начинаешь ценить еще больше то, что раньше, может быть, просто не обратил внимания. То есть это вот именно та теплота чувств, это много чего на самом деле. Может быть, это, конечно, сейчас не совсем уместно будет, но на самом деле вот в таких ситуациях ты понимаешь, что есть вещи, которые, как бы приоритеты, да, мы раскладываем. То есть есть вещи, которые важнее, есть вещи, которые, могут подождать там еще очень долгое время.
Поэтому мы научились ценить и радоваться тем моментам, когда мы их видим, когда мы их слышим, когда у нас получается передать передачку самим лично. То есть не так вот, что там ты попросил кого-то, за тебя это сделали. Это, конечно, тяжело, но с другой стороны, вот такое складывается вот чувство, что ты передаешь часть себя туда. Какое-то такое странное ощущение. Джейхан, как Муслим Бей, в каком он духе сейчас? Не могу сказать, что они все сломлены или надломлены. Они, в общем-то, как они шутят всегда, решительно настроены на победу. И они сказали, что они будут биться до последнего боя, как только вот сколько позволит им их сил. В общем-то, они все выглядят нормально, в рамках того, где они сейчас находятся. Понятно, что тюрьма, конечно, это не то место, где можно выглядеть очень хорошо. Но несмотря на то, что им приходится переживать все вот эти вот трудности, хорошо они выглядят. На здоровье, в принципе, не жаловались, там за исключением, понятно, это как бы условия содержания, конечно, бесследно не проходят для здоровья. Но в общем нормально. О чем вы говорили вот в последнюю эту встречу? К сожалению, о таких вот очень личных моментах, то, что касается семьи, нам не удалось поговорить, потому что мне не очень хотелось, чтобы третье лицо об этом слышало. В общем, говорили, он очень много спрашивал о том, как в Крыму, о родственниках, о друзьях своих, о том, как люди вообще относятся к тому, что они оказались там. И вот то, что сейчас сказал Рифат ага и Ильми ага, вот прям то, что вот он озвучил то, что вот сейчас сказали вот Рифат ага с Ильми ага. Потому что на самом деле, как бы не в том, что у них есть сомнения, да, что люди о них там могут плохо подумать или еще что-то в этом роде. Нет, просто им важно знать, как народ сегодня относится к тому, что вот они оказались в таком положении. И, конечно же, их очень радует то, что мы сегодня не остались один на один со своей проблемой. То есть они знают, что у нас есть и поддержка физическая, и моральная, и материальная, и всякая другая поддержка, которая нужна людям, пока они живут в этом мире. Поэтому он очень благодарен, и остальные ребята тоже. В общем-то, знаете, каждое судебное заседание для нас это вот с одной стороны праздник, а с другой стороны вот какая-то все равно тяжесть на душе, потому что ты понимаешь, что когда ты знаешь, что есть за что, оно не так огорчает. А когда ты понимаешь, что это огульное обвинение, оно, конечно, немножечко вот как-то нас грустно, что ли, не знаю, как сказать. О чем сейчас говорят адвокаты, над чем сейчас работают адвокаты и какие ближайшие судебные заседания по Ялтинской группе? Судебное заседание ближайшее, пока расписание адвокат мне как бы не оглашал, но я думаю, что на апрель, наверное, больше заседаний не будет. Тут сегодня хорошая новость была. Еще один свидетель из минуса ушел в плюсы. То, что касается судебных заседаний будущих, я думаю, что вряд ли они уложатся до 27 мая, потому что срок ареста у нас до 27 мая, скорее всего, будет продлен. Еще не допрошены все свидетели обвинения, их, в общем, всего было 11 человек. Из них вот уже сейчас допрошено 3 или 4, сбилось со счету. Еще будут допрошены свидетели защиты. Также адвокаты хотели подать ходатайство по свидетелям обвинения, потому что у них был ряд вопросов, но судья сказал после опроса свидетелей защиты. То есть процесс, я думаю, будет еще долгим, не быстрым. То есть до 27 мая это просто уложиться невозможно. Какой еще вопрос был? Вы ответили на него. Собственно, над чем сейчас и адвокат работает? Вы сказали, что он работает как раз-таки по вопросу и опроса и свидетелей. И кто вас сейчас поддерживает в Ялте непосредственно? В смысле, из джимата, из людей? Из джимата. Каким образом вы собираетесь? Вот, наверное, часто собираетесь, видите, с женами других политзаключенных? Я не могу сказать каких-то конкретных людей, потому что на самом деле их очень много. Это с первого дня происходили вот такие разные чудесные истории, так скажем, на самом деле. Вот были такие моменты, когда ты в беготне, вот в этой суете с бумажной, там бумаги для адвоката, бумаги для суда ты собираешь, ты просто не видишь детей,
Ты просто забываешь, что тебе надо покушать, тебе надо поспать. То есть, ну, вот в таком режиме были изначально. Это, наверное, все жены так. Я сейчас говорю о всех женах. То есть это у тебя совершенно меняется уклад жизни, у тебя меняется твой темп жизненный. Ты в постоянной гонке за чем-то. И когда ты вдруг вспоминаешь, что ох, у тебя же картошка закончилась, там, что ж надо вот кого-то попросить, чтобы тебе привезли. И просто открывается дверь, и просто стоит мешок с картошкой. То есть такие вещи тоже были. Вот мы с Мирьем часто об этом говорим. То есть вот мы иногда даже просто вот подумали и забыли о том, что мы подумали. И вот как-то так вот получается, что, альхамдулилля, Аллах не оставляет нас без помощи. Я очень благодарна нашему замечательному народу. У нас действительно какой-то особенный народ. Я очень часто об этом говорю. И я очень благодарна каждому, кто не остался сегодня в стороне. Потому что это, наверное, поймет только тот человек, который прошел через это. Потому что это какая-то вообще другая сторона, которую просто надо пережить. Наджия Ханум, еще вопрос. Может быть, какие-то установки Муслим Бей давал сыну? О чем они с сыном говорят? Установки, ну сейчас такой возраст у него вот, сложный. Собственно, возраст, да. Вы говорите, что это как раз-таки возраст, когда отец с сыном, чувствуя вот эту нервную связь, хоть и на расстоянии. Да, это очень сложно. Единственное, что он был удивлен немножко, или, не знаю, наверное, у него тоже были очень смешанные чувства, потому что, когда он уходил, ему было 12 лет. И за эти 2 года он, конечно, очень вырос. Он вырос, и, то есть он и физически стал крепче, и по уровню, да, своего развития он стал выше. Что может сказать отец своему сыну? Какое напутствие? Понятно, что он сказал ему очень коротко, потому что муслима у нас любители очень много и о сентиментах. Он сказал: ты должен прожить жизнь так, чтобы тебе не было потом стыдно в судный день отвечать за свои какие-то неправильные поступки перед Аллахом. А когда мы уже выходили, ну, в силу того, что, наверное, они мужчины, мальчики, они немножко по-другому на все это реагируют, то мы, женщины, там можем очень эмоционально о чем-то говорить. Он молчал, наверное, минут 5, пока мы шли по коридорам, а потом он все-таки сказал, он говорит: очень больно видеть сегодня бабашку за решетками. Так. Аллах Смите, мы надеемся, что бабашка скоро будет с вами, со своей семьей. Я думаю, аплодисменты достойны Наджии Ханум и вся семья Муслима Алиева. Наджия Ханум, Отранус, оставайтесь, да. У нас сейчас на связи, я надеюсь, что сейчас будет на связи буквально через несколько секунд еще одна жена политзаключенного Эмир Усейна Куку, Мирьям Ханум Куку. Вот видите, даже оптимизм в имени Мерик, да? Мирьям должна была также быть сегодня с нами, но она немного приболела, поэтому мы сейчас через современные технологии попробуем пообщаться с ней по скайпу. Да, пока только Мирьям. Пока мы соединяемся с Мирьям Ханум, возможно, из зала среди наших гостей кто-то хочет сказать. Либо задать вопрос. Я у вас заберу этот мікрофон, зараз дам тобі. Дякую. Я, по-перше, хотіла б запитати організаторів цього дуже важливого заходу, чому саме ви окремили
так звану Ялтинську чистку, оскільки ФСБ оголосила, що протягом останніх 3 років вони ліквідували діяльність терористичної за радянським законодавством з 2003 року організацію Хізбут Тахрір, тобто 5 осередків, 2 в Бахчисараї, по 1 в Севастополі, Сімферополі і Ялті. Більше того, аналіз всієї доступної інформації свідчить про те, що не тільки ті, заради яких ми сьогодні зібралися, кожен із них є не просто жертвою політичних репресій, не просто в'язнем сумління за термінологією Amnesty International. Вони справжні герої. І просто з цього приводу хочу нагадати, зокрема, про кричущу справу Руслана Зейтулаєва, якому 3 міняли вирок в напрямку ужорсточення за апеляцією прокуратури, і отак ні за що, без будь-яких протиправних вчинків, 27 липня 2017 року 15 років дали людині. І для, мабуть, правозахисників дозвольте кілька його слів просто зацитувати. В правовом поле Украины я был правозащитником. Когда я попал в правовое поле России, переодевшийся в ФСБ СБУшник захотел сделать меня террористом. Но сколько бы я ни сидел, я не буду террористом. Мне не важно ваше решение, я знаю, что я выйду и буду правозащитником. Можна ще одне запитання, чи вже є зв'язок? Ще нема, є вже, так? Вже зв'язок є? Тоді дозвольте, я потім ще. Ніби. Поки ми виходимо на зв'язок, я відповім. Мерем Ханум, селям алейкум. Алло. Алло, да-да. Мерем Ханум, селям алейкум. Слышите нас? Алейкум селям. Да, слышу. Это Алим Алиев, и мы сейчас около 100 человек в Крымском доме говорим о деле, о Ялтинском деле, и в том числе о деле вашего мужа Эмирусина Куку. У нас здесь как раз-таки на наших белых диванчиках присутствует Наджия Ханум Алиева. И Мерем Ханум, хотим первым делом узнать, как ваше самочувствие и как ваше настроение. Чок Саунас, я хотела бы поблагодарить всех, кто организовал, кто пришел на это мероприятие, за то, что вы просто рядом с нами в этой ситуации, и не только с Ялтинской шестеркой, а со всеми, кто столкнулся с этой несправедливостью в Крыму, которая сейчас разворачивается очень широко. Да, Мерем Ханум, когда вы в последний раз говорили с мужем? Я виделась с Эмирусином ровно неделю назад, в среду, 18 апреля. Это был последний день нашего нахождения в Ростове. В первой половине дня был суд, и мы вот с Наджией Ханум во вторую половину дня планировали попасть на свидание, и альхамдулилля, Аллах сметет нам обеим попасть, хотя вообще по закону не положено пособникам в один день давать свидание. Но что-то произошло, и мы попали обе в этот день на свидание. И когда я уходила из суда, я Эмирусину быстренько сказала, там вообще нельзя разговаривать, приставы не разрешают, что сегодня я приду на свидание, и потом мы уедем в Крым. И когда я уже пришла, это было 5 часов, конец рабочего дня, и он говорит:
я уже думал, ты не придешь, и ходил 2 часа по камере. И вы знаете, вот эти слова, вот он такой серьезный, разумный человек, когда мне говорит, что он 2 часа ходил, что вот-вот я должна прийти, и неважно, знаете, сколько я там часов просидела в этом здании ФСБ, сколько я километров проехала в Ростов, что вот настолько важно ему, что и не только ему, всем им, что они не одни в этом деле, что они не брошены, не забыты ни близкими, ни своим народом. И к большому нашему удивлению, столько абсолютно незнакомых людей, которые поддерживают, пишут. Это очень сильно важно и для них, и для нас. Мериам Ханум, точно не одни. Огромное количество простых украинцев, которые живут на континентальной Украине, постоянно и обращаются к нам, и постоянно поднимают эту тему и в регионах, и в Киеве. Я уже не говорю о крымско-татарском народе, не говорю об крымских украинцах, которые приходят, которые, консолидируясь, мы, наверное, здесь делаем самое малое, мы здесь говорим об этом и заставляем и власти, международная общественность принимать более конкретные действия и конкретные решения. Мериам Ханум, еще один вопрос. Как себя чувствует Эмир Усеин? В общем, Эмир Усеин очень нормально себя чувствует. Не могу сказать, что очень хорошо, но состояние удовлетворительное. Несмотря на то, что усугубились, конечно, у него глаза, вот у него, они до этого были проблемы с глазами, зубы у всех, насколько я знаю, у всех наших братьев, которые сейчас под арестом, у всех проблемы с зубами, с костями, с суставами. Но несмотря на это, держатся они, я не знаю, знаете, это не передать, как Наджия Ханум говорила, когда мы заходим в зал суда, зал суда озаряется просто их улыбками, и все проблемы, знаете, уходят на второй план. Вот они такие вот у нас достойные люди, и, как мы знаем, Аллах не дает человеку испытания более, чем он может вынести. И вот Аллах выбрал лучших на сегодняшний день из людей, вот, которые в Крыму сейчас вот проходят это испытание. Мериам Ханум, чохсон за вашу стойкость, и эти аплодисменты звучат вам и вашей семье. Мериам Ханум, еще один вопрос. Мы буквально сегодня также попытаемся связаться с Сергеем Локтевым, адвокатом Эмира Усеина, но он сейчас в дороге, насколько мне известно, и, скорее всего, он не сможет выйти на связь. Возможно, вы нам перескажете о том, над чем он сейчас работает по этому делу. Он меня не посвящал в свою работу именно в планах насколько я знаю, вот прошел допрос, да, вот сегодня был такой сюрприз для нас, когда секретный свидетель решил себя рассекретить, и это сегодняшнее заседание планировалось до вечера, до 6 часов, и просто мы были свидетелями подобного заседания в Ростове, когда был допрос тайного свидетеля. Такое заседание длится 2 дня. Вот эту вот ложь, я буду называть вещи своими именами, ложь и клевету, которую говорит человек, и называли другим именем, растянули на 2 дня. Сегодня, когда тайный секретный свидетель решил назвать свое имя и сказать чистую правду, что он из 6 человек знает только 3 жителей Краснокаменки, так как он также является жителем Краснокаменки.
И вот это заседание продлилось буквально до обеда и срочно сегодня закончилось. Вот такие вот у нас на сегодняшний день дела. Мирьям Ханум, еще одна просьба от нас передать наше почтение и нашу поддержку остальным женам политзаключенных по Ялтинскому делу. Çok sağ olun. Мы обязательно передадим. Siz çok sağ olunuz. Sağ olunuz и надеемся, что очень скоро Эмир Hüseyin Ага будет также с нами на свободе. İnşallah. Çok sağ olun. Sağ olunuz. Yaşlı kalkınız. Я коротко відповім на питання пані Наталі Беліцер, чому ми, власне, сьогодні говоримо про Ялтинську справу. А річ в тому, що кожна київська кримська солідарність присвячується чи конкретній справі, чи конкретному політв'язню. Для нас важливо не говорити про всіх, обтікаючи цифрами. Для нас важливо розказати про кожного, якомога детальніше донести про їхню долю і що з ними зараз саме відбувається. Тому саме сьогодні ми говоримо про Ялтинську справу. Зараз я хочу ще із задоволенням запросити під ваші оплески Моміне Ханум Салієву, дружину політв'язня Сірана Салієва, якого заарештували в жовтні 2017 року. Моміне Ханум, салям алейкум. Алейкум салям. Приветствую всех вас. Слава нас, что вы также нашли силы, нашли время сегодня приехать к нам и поделиться историей о своем муже, о том, что сейчас происходит и с ним, каким образом и вы обустраиваете свой быт, к сожалению, пока без него. Мой супруг уже находится 6 месяцев, даже чуть более, в застенках СИЗО. И в последний раз дети с ним виделись в ноябре 2017 года, а я 1,5 месяца назад на заседании по продлению меры пресечения. Безусловно, я понимаю, что это политически мотивированное дело, которое будет длиться уже по той практике предыдущих дел, которые мы имеем за 4 года в Крыму. Вы знаете, у нас ситуации по тому, как действует де-факто власть в Крыму в отношении крымско-татарского народа, она аналогичная. Все обыски, аресты с врыванием в дома, с запугиванием детей, с переворачиванием всего быта, они проходят, в принципе, в их принятом амплуа. Я хочу сказать сегодня слова Эмине Люмановой, это мама Арсена Джипарова, так как тематика посвящена им, Рифата Алимова, которую она сказала на последней встрече Крымской солидарности. Она сказала: «Я горжусь своим сыном». Потом в голове стали промелькать слова мам других ребят по делу Хизб ут-Тахрир, которые постоянно твердят эти слова. И мне стало интересно познакомиться с теми мамами, которых я не знаю. Я вам хочу сказать, что все мамы этих ребят – это интеллигентная прослойка крымско-татарского народа. Это педагоги, воспитатели. Они сугубо по своему призванию не могли воспитать террористов. И глядя на этих ребят, которых сегодня уже десятки в застенках СИЗО, мы видим, что это грамотнейшие ребята, что это активные, коммуникабельные, общественные люди, которые совсем далеки от понятия и того клейма терроризма, который им сегодня присуждает эта власть. И длительность этих судебных заседаний, которые длится практически на протяжении 2 лет, перед тем, как они передают эти дела в Ростов-на-Дону, закрытость этих заседаний, отсутствие доказательной базы свидетельствует о том, что сегодня власть использует законодательство сугубо как инструмент подавления любого инакомыслия, которое опирается не на фактаж. В данном случае она опирается на решение Верховного суда Российской Федерации за 2003 год, которое они приняли в закрытом режиме,
и которая не подлежит обжалованию. Касательно наших ребят, в частности, это ялтинская группа, есть фразы политзаключенных, которые уже стали цитироваться в народе. Ибо те мысли, те фразы, которые рождены среди народа, они живут, потому что они уже вошли в историю золотыми буквами. Эмир Усейн Куку на одном из судебных заседаний произнес: «Наше дело бравое, боритесь на этом пути». На другом судебном заседании Муслим Алиев сказал: «Ливень начинается с капли». Эти слова, они произносятся из-за стенок СИЗО, где им намного хуже, чем тем, кто на свободе. Но поистине эти люди свободны, и они воодушевляют нас. Мы сегодня видим, как наш народ, будучи малочисленным, он сплотился. Он в единстве пытается мирным, законным путем преодолевать все трудности. Тому пример Крымский марафон. Тому пример, как, несмотря на прессинг, появляются все новые и новые гражданские правозащитники, гражданские журналисты из среды, будем говорить, простых людей. Как возникает общественная инициатива «Яз Уметын», «Пиши, о моя община», которые пишут письма политзаключенным и поддерживают их в застенках. Как взрослые, так и дети. И много-много других примеров того, как народ и все, кто видит всю эту несправедливость, он сегодня консолидирован вместе с крымско-татарским народом. Он сегодня вместе с нашим народом, помогая нам, показывает всю несправедливость в отношении нашего народа. Поэтому огромная благодарность всем тем, кто сегодня солидарен с крымско-татарским народом. Чох салам. Чох салам, Мария Ханум. Ви знаєте, коли я йду модерувати чергову київсько-кримську солідарність, очевидно, я йду модерувати з таким трошки важким серцем, бо ми говоримо про важкі речі, ми говоримо про невинних людей, які зараз знаходяться з політичних мотивів в тюрмах. Але коли я бачу дружин політв'язнів, бачу, говоримо з Наджієханом, з Міріємханом, говоримо і чую їхні речі, я просто абсолютно, мене так переповнює гордість за те, що в нашому народі є такі люди. Салам Сузге, Дабаркері. Чух салам, спасибо всім. А зараз я хотів би знову передати мікрофон до зали і традиційно прошу сказати ваші слова підтримки нашим сьогоднішнім гостям з Криму. Ассаляму алейкум, Эркизге. Я в первую очередь хочу выразить вам большую благодарность за то, что вы все-таки это все терпите. Ну и хотел бы отметить людей, без которых мы, люди в Киеве, вся Украина и другие страны, наверное, очень мало знали бы о всем том, что происходит с этими людьми. И не только с Ялтинской шестеркой, а обо всех политзаключенных. Это Крымская солидарность. Когда я зашел сюда, я увидел здесь лица людей, которых я вижу впервые в жизни, но которые мне очень знакомы, они очень родные, я их очень часто видел. И самая популярная страница для меня – это страница Крымской солидарности, где я сижу и днем и ночью. Ну, во-первых, потому что я журналист, потому что это моя работа, а во-вторых, потому что просто нужно знать и нужно больше узнавать. И какая особенность именно у этих ребят, то что они все освещают ежеминутно. То есть вот это вот 3 буквы УПД, да, которые на странице, на постах Крымской солидарности, они уже, наверное, приелись настолько как родные, что просто даже числа и все, что там говорится, уже не важно, ты просто ждешь каждого УПД, что сейчас появится, и появится очередная новость. Чохсалым из ССГ, Баранджилян, Эркизге, Манда Булнуханларга, біз сізден пек мемнунбыз, біз пек мемнунбыз сізден бір иш бірлік yapқанымызға. Çok sağ olun. Добрий вечір. Мене звати Тетяна Печончик. Я працюю в Центрі інформації про права людини.
І хотіла сказати, що нас дуже надихають ті новини, які ми отримуємо з Криму, діяльність Кримської солідарності і те, що весь цей тиск, репресії все більше об'єднують людей і все більше людей приєднуються. Але важливо, що ця солідарність є не тільки кримською, вона є українською. І те, що дуже багато людей тут, на материку, всіма силами вболівають і підтримують, і вболівають за те, що відбувається в окупованому Криму. І сьогодні тут прийшло багато людей, і вони дуже різні. Це українці, кримські татари, мусульмани, християни, атеїсти. Неважливо, хто ці люди, але всі ці люди прийшли сюди, щоб засвідчити свою підтримку і сказати вам те, що нам насправді не байдуже все, що відбувається в Криму. І ми, так само, як і ви, готові боротися для того, щоб всі ці стіни впали для тих людей, які зараз перебувають в місцях позбавлення волі. І справді дуже часто важко боротися, коли вже, здається, немає надії, коли звільняються 2 політичних в'язні за рік, але в тюрму потрапляють 17 нових. І здається, що цьому маховику кінця і краю немає, але з іншого боку, мені здається, що це свідчить про те, що вони бояться вас більше. І це рано чи пізно закінчиться, і кожен із нас важливо, щоб долучався і вносив якусь частинку своєї боротьби, писав листи, підтримував сім'ї, підтримував дітей. Важливо про це говорити тут, на міжнародній арені. Важливо посилювати тиск на владу Російської Федерації. І я особисто вірю, що ці 6 людей, про які ми сьогодні тут говоримо, вони будуть на волі, так само, як вийшли на волю Юрій Яценко, Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв, Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров. Вони так само будуть звільнені, і я особисто вірю в те, що за ґратами будуть ті, хто їх переслідують, і ті, хто організував ці всі репресії. І для нас дуже важливо, як для правозахисної організації, працювати і збирати докази того, що це є політично мотивовані процеси. І в цьому плані, оскільки їх переводять в Ростов, важливо співпрацювати зараз з російськими правозахисними організаціями. Я знаю, що вони ведуть спостереження, принаймні, за процесом Еміру Сейна Куку, але так само важливо, щоб вони спостерігали і за іншими політично мотивованими судовими процесами, тому що це документування, ці дані, це є такими цеглинками, які вибудовують захист і які рано чи пізно приведуть до того, що ситуація зміниться і що ті, хто є зараз тими, хто судить, хто є катами, самі будуть на лаві підсудних. Дякую. Дякую. У нас в залі перший заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юсуф Курбчик. Добрый вечер всем. Я, наверное, начну с того же, что я сказала Таня, что в этом зале, если бы все пришли люди, которые проявляют свою поддержку и оказывают какую-то помощь, наверное, в этом зале бы они не поместились. Буквально 2 недели назад силами другой общественной организации «Крымская родина» был проведен благотворительный концерт, где были тоже также собраны средства для поддержки семей политзаключенных. Я хочу сказать еще о другом. На самом деле, то, что происходит сегодня в Крыму, и то, что есть наши друзья, наши братья, которые сегодня в застенках, это такой себе процесс воспитания населения, процесс воспитания колонизированной территории, где наравне с людьми, которые сидят и получают сроки, которые исчисляются десятками лет, есть люди, которые агитируют прийти на выборы. Есть люди, которые счастливы от того, что происходит на нашей родной земле. Я говорю, и я хочу сделать акцент на том, что вы очень правильно заметили, у нас героический народ. Наш народ научился не только воспитывать своих истинных героев, но он научился отделять добро от зла, истины от лжи. И поэтому вы правильно сказали, что таких людей и людей с такой позицией, которые постоянно, скажем,
не сломлены и постоянно говорят о своем убеждении так, как они сегодня это делают, таких людей больше всего боится вот эта оккупационная власть. И последнее, что я хочу сказать, буквально в ближайшее время государство опубликует тот документ, который будет публично оказывать помощь семьям, самим политзаключенным. И этот документ уже практически на подписи у премьер-министра. В ближайшее время мы сможем уже говорить как от имени власти, что мы не забываем наших людей, не забываем своих граждан, не забываем их семьи. Держитесь, мы с вами, и надеюсь, что мы все-таки победим. Обязательно победим. У нас в залі присутня відома українська адвокатка Євгенія Закраївська. Будь ласка. Дуже дякую. Насправді, ми з Аміром Усейном познайомилися ще коли він був на свободі, і його переслідували вже тоді. І ми не знали, чим це все завершиться, але ми зафіксували, як це відбувалося, що це було, хто це був, і такі речі. І вони, ну, скажімо так, вони не допомогли на даний момент його звільнити, звісно, і навряд чи безпосередньо це допоможе, але зібрати все в єдиний ланцюг і показати переслідування ще до того, як людину починають обвинувачувати в тероризмі, так? Який іде шлях, що намагаються зробити. І ці всі моменти, мені здається, важливо, що ми тоді це зробили. І тепер можна просто показати ретроспективно, як відбувається, як формується це переслідування, яким чином відбирають людей для того, щоб їх переслідувати, кого безпосередньо переслідують. Що насправді ці люди, можливо, становлять небезпеку в сенсі, можуть протистояти владі і можуть якимось чином вести за собою людей, що вони світлі, що вони позитивні, що їх поважають в їхніх містечках, спільнотах і так далі. І я просто думаю, що наразі я знаю, що аналогічні ситуації відбуваються і з іншими кримськими татарами, і не тільки кримськими татарами. І якщо оскільки я адвокат, я, можливо, трішки перегибаю в цей бік, але я вважаю, що це потрібно фіксувати і документувати. Тобто до того, як це відбудеться вже, скажімо так, коли людину арештовують і беруть за грати. Тому я дуже взагалі рада, що ніхто нікого не кидає. Це настільки важливо. Я думаю, ви всі це розумієте. Вибачте. І я впевнена, що насправді ми побачимо тут, і всі ваші чоловіки повернуться обов'язково, що вони будуть здорові, з ними буде все добре. І це буде не дуже... Це має бути скоро. І я хочу, щоб чим більше людей в це вірять, чим більше людей вибудовують свою життєву стратегію на цьому, тим швидше це відбувається. І чим сильніше про це думати, і чим сильніше робити все для цього кожен день, тим швидше це буде і тим невідворотнішим. Дякую, вибачте. Дякую, дорожий. Пані Наталі. Дякую. Я хотіла б почати також з щирої вдячності тим, хто зміг приїхати сюди, побажати отої вже продемонстрованої сили духу, витриманості і нашим дорогим політв'язням, і їх дружинам, і їх сім'ях. І хотілося б, щоб наша підтримка з нашого боку була не просто потужною і не тільки матеріальною і відчутною. Хотілося б, щоб оці вражаючі приклади солідарності, взаємодопомоги, до яких долучалися і в Криму,
активісти і на материковій Україні знайшли належний розголос в світі. Зокрема, в англомовних джерелах інформації, беручи до уваги дуже сумні, тривожні, небезпечні тенденції сучасного світу, такі вражаючі приклади, як Кримська солідарність, як Кримський марафон, я не знаю, чи є з чим порівняти і чи є ще такі вражаючі приклади. Тому я дуже запрошую приділити цьому особливу увагу, зокрема тому факту, що незважаючи на шалений тиск, Кримську солідарність не тільки не вдалося задавити, вона поширює свої ряди і ланки, і хоча вона починалася радше як кримсько-татарська солідарність, тепер вона набуває статусу загальнокримською реально, оскільки Український культурний центр приєднався і бере участь у засіданнях останніх, оскільки ми бачимо зараз в Києві свій осередок Київської Кримської солідарності. І про все це треба максимально говорити на всіх міжнародних майданчиках. Ну і наостанок у мене запитання до представника державної влади. Шановний Юсуф Бей, може ви зможете відповісти на запитання, чому Україна досі не подала до Міжнародного суду ООН позов до Росії за порушення основи міжнародного гуманітарного права, тобто 4-ї Женевської конвенції і 1-го протоколу, які ратифікували і Україна, і Росія, і які, на відміну від 2 конвенцій, проти яких іде судовий процес, заперечити неможливо. Тобто немає ніяких інших трактувань, конкретне порушення конкретних статей, зокрема на прикладі і сьогоднішньої справи, якою стосується Ялтинської, тобто перевезення на материк Росії людей, заарештованих з окупованої території. Будь ласка. Дякую дуже. Я перед тим, як передати коротко. На самом деле очень много международных исков, которые ждут своего наполнения, будут переданы. Это касается не только тех вопросов, которые вы назвали, это касается и незаконного призыва в армию, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому давайте наберемся терпения, потому как бюрократические или процедурные вопросы никто не отменял, и пока мы их не выполним в том объеме или в том порядке, как они должны быть выполнены, мы не сможем рассчитывать на успех. Всім добрий вечір. Мене звати Людмила Ямкіна, я представляю Центр інформації про права людини, як моя колега Тетяна. Я хотіла до вас звернутися, дуже вам подякувати за силу духу, за те, що ви не здаєтесь, за те, що ви сюди сьогодні приїхали поговорити з нами, власне, тому що цей контакт, він є важливим. І нам дуже важливо в тому числі знати, як вони там себе почувають, знати, чого вони від нас очікують. І від себе я хотіла сказати, що, знаєте, говорять, чужих дітей не буває. Так само це дуже важливо, мені здається, розуміти нам всім, що чужих сімей кримських політв'язнів, чужих дітей кримських політв'язнів, їх не буває. Ви є для нас так само дуже важливими, для українського народу. Ми є один народ з вами. І мені здається, що нам постійно треба це одне одному нагадувати, і це буде підкріплювати нашу спільну солідарність, тому що кримська солідарність, правильно дуже сказала Тетяна, я хочу підкреслити це є загальноукраїнська солідарність. Ми з вами. Ви не наодинці з своїми проблемами, ми завжди будемо вас підтримувати. І ще раз вам дякую за таку сильну позицію, силу духу. Дякую. Дякую. Доброго вечора. Я не належу ні до
правозахисних організацій, ні до журналістів, ні до влади. Я звичайна людина, яка просто побачила інформацію про подію в мережі і вирішила прийти. Я знала, що я просто не можу не прийти. Я навіть не киянка, я взагалі з центру України, місто Кропивницький. Я хочу сказати, те, що сталося з Кримом, те, що там зараз відбувається, це наш спільний біль і наше спільне випробування. Але це якраз і той момент, який показує найсвітліших, найцінніших, найбільш мужніх людей. Я захоплююся вашою мужністю, вашою витримкою, мужністю і силою духу ваших чоловіків. Нехай Бог оберігає, нехай допомагає. І знаєте, що всі українці, навіть в кожному регіоні, вони постійно думають про ту ситуацію, яка відбувається в Криму. Це ніколи, ні на хвилину не стає менш актуальним, ніж це було ті роки, ще в 2014 році. Ми постійно з вами. Дякую вам. Дякую за ваші слова. Надія Ханум, Мамия Ханум, çok sağ olun geldiğiniz için. Спасибо, что вы приехали сегодня к нам. Спасибо за ваше мужество, за вашу несгибаемость. И Аллах Смите еще раз подчеркиваю, что надеемся, что ваши мужья будут скоро на свободе и будут скоро жить в свободном Крыму. Дорогі друзі, дякуємо вам за те, що ви сьогодні доєднались до чергового марафону Київської Кримської солідарності. Я хочу подякувати нашим партнерам з Amnesty International, я хочу подякувати Айше Умаровій, хочу подякувати всім вам, що цю середу вечір, і не тільки цей вечір, і не тільки цю середу ви присвячуєте задля того, щоб між Кримом та Україною не було жодних кордонів. Ще раз нагадую, що при виході ви можете підписати листівки політв'язням, а також пожертвувати для дітей політв'язнів. Дякуємо та до нових зустрічей. Слава. Так, писати можна тільки російською мовою, інакше не продадуть. Дякую. Закончилась официальная часть, так скажем, этого мероприятия. Сейчас мы продолжим нашу беседу. Буквально пару вопросов к первому заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуфу Куркчи. Юсуф Ага, расскажите, что Украина делает для украинских политзаключенных и что может она сделать? Усилиями наших депутатов в начале года или при рассмотрении, скажем, бюджета на 2018 год была внесена поправка, где была закреплена статья, которая предполагает помощь именно государством на социальную поддержку, на правовую поддержку как самим политзаключенным, так и членам их семей. Здесь идет речь о том, что средства в бюджете заложены непосредственно на оказание и компенсацию за ту или иную помощь, которую получали или в которой нуждаются семьи политзаключенных. Сама процедура использования государственных денег предполагает наличие разного рода документов, которые регламентируют, как эта помощь должна выделяться. И такой регламент, который называется «Порядок использования бюджетных средств», именно по этой статье, он уже разработан нашим министерством, он уже прошел утверждение Кабинетом министров, находится на подписании у премьер-министра. Буквально днями он должен быть подписан. После этого есть несколько процедурных моментов, которые должно выполнить само министерство, и я надеюсь, что с начала
или в середине, скажем, наступающего месяца мы сможем уже говорить и объявлять и о порядке, и о тех механизмах, воспользовавшись которым политзаключенные и члены их семей смогут получить эту государственную поддержку. Спасибо большое. Здесь сейчас люди имеют возможность подписать открытки, которые потом будут отправлены политзаключенным. Также можно сделать благотворительный взнос, который также отправят в Крым и передадут семьям политзаключенных. А я напомню, что там сейчас без отцов осталось 105 детей, которые нуждаются в нашей поддержке. Есть пара организаций, которые занимаются оказанием финансовой помощи этим семьям. Организация «Безим Балалар» и организация «Крымское детство». Расскажите, пожалуйста, кому вы подписываете открытку? Эмиру Сину Куку. Желаю ему, чтобы просто мы с ним вместе путешествовали, и там была ситуация, очень быстро ехали, и расход топлива в машине увеличился, и мы чуть не доехали до Киева. И я ему желаю, чтобы то топливо, которое есть у него, не закончилось на всем его пути, который ему предначертан. Дамир Минадиров. Я как от правозащитной организации, правозащитное движение Крыма, и вот в частности Эмир Син Куку также в Крыму был членом нашей организации, и одна из причин, по которой его арестовали и по которой он подвергся гонению, это его правозащитная деятельность. Здесь в зале еще присутствуют дочь и сестра фигуранта другого резонансного крымского дела Мавиле Дигирминджи, брат которой 2 года провел в СИЗО и уже год находится под домашним арестом, а ее отец Бекир Дигирминджи вместе с еще 3 крымскими татарами были арестованы 23 ноября 2017 года. Их обвинили якобы в вымогательстве. В тот день при задержании погибла ветеран крымско-татарского национального движения Виджие Кашка. У всех фигурантов этого дела есть большие проблемы со здоровьем, поэтому сейчас мы спросим у Мавиле, каково состояние их сейчас. Мавиле, вы в прямом эфире, проект «Крым Реалии». Расскажите, как сейчас состояние вашего отца? Последние новости были, что его снова перевели в медсанчасть. Как он, что говорят адвокаты, и что сейчас происходит в вашем деле? И потом про дело брата. Да, в целом я хотела бы уточнить, что моего отца в принципе не переводили из медсанчасти, он там находится с самого начала, то есть тогда, когда он попал туда. Состояние у него удовлетворительное. По-прежнему у него есть угрозы для жизни, у него развивается плюс ко всему этому пневмония. И то есть условия СИЗО, в которых он находится, это повышенная влажность, это антисанитария, они очень пагубно влияют на его здоровье, на астму. Но в целом, насколько мы знаем от адвокатов, так как нам видеться с ними не удается, в целом держится он неплохо, готов бороться до конца. Единственный вопрос – это вопрос здоровья. В деле вашего брата уже начались прения. Когда будет продолжение, про запрос прокуратуры и на когда планируется оглашение приговора? Продолжение прений планируется на 4 мая. А оглашение уже приговора, но это все будет зависеть от судьи. Я думаю, недели через 2 после окончания прений уже будет, соответственно, приговор. Как настрой у брата, у мамы? Настрой разный. С одной стороны, это то, что условно, казалось бы, это уже не домашний арест, то есть есть больше у него возможностей, но с другой стороны, это несправедливость, она, конечно же, убивает. Очень обидно за то, что ни за что человек просто на ровном месте он попадает в непонятные условия с непонятными людьми. И эта несправедливость, она действительно очень на психоэмоциональное состояние очень плохо влияет. Спасибо большое. Сил вашей семье, выдержки и чтобы все это поскорее закончилось.
А я напомню, что мы находимся в Киеве, в Крымском доме, где сегодня прошло уже очередное 4-е мероприятие под названием «Киевская Крымская солидарность». Здесь сегодня собралось около 100 людей, которые из разных профессий, из разных слоев, которые пришли поддержать тех, кто находится под незаконными репрессиями в Крыму, и некоторые из них уже были вывезены за территорию Крыма, и сейчас продолжаются судебные процессы. Хочу сказать большое спасибо всем, кто присоединился сюда, всем, кто был с нами в прямом эфире. Мы на этом будем заканчивать. До новых встреч!